по машину хочешь? Вот мы только выехали. Вот он друг. Ой, ты какой красавец. Нахрен, поехали, ну его нахер. Да, не матерись. Он попрошайничает уже, его Да. прикормили, видишь, уже. Ты такой красавец. Ты такой Не, мы тебе красавец. ничего не дадим, потому что тебе надо учиться самому добывать. Иди давай, вон там в ручей попей водички, муравейники разгреби. Такой фраерок такой. Вот это класс. Дождик в дорогу. Дождик дорогу. Воробей с капота достает машкару всякую. В 4 часа утра прошли 1400. Решили на берегу реки. Там речушка. Поле. Поставили палаточку. Уже можно было и не спать. Ну, решили поспать перед городом, заездом в город. Решили подышать свежим воздухом. Иваново. Перед Иваново. Проснулись. Утренний рацион. Там речка. Сейчас пойдем искупнемся. Зарядочку. Пятерочку пробежим. День второй. Поспали в палаточке. На берегу речки небольшой поле. Настроение отличное. А я тоже в YouTube попаду, да? Так, перегружаем с Ногинска еще гуманитарку туда, куда уже нельзя практически. Давай. Так, вскрываем новенький. Я представляю, блин. Камера, да, блин? Ну, супер штука. Не, ну сейчас я скажу, не понял. Первый взлет. Вперед, назад. Ну и то есть там какие-то препятствия, допустим, вот сейчас мы, допустим, он видит, то есть он, ну, не врежется в них. Так что, ребят, фотографируем, стоят. Давай поднимаем его выше. Ну, это я максимум сделаю, так что на всякий случай. Далеко взлетать нельзя. Да. Ну, вот он полетел. Да, сажаем его, да? Ну вот до самого низа опускаете вот, в этот курок. И он у нас посадку делает. Подъезжаем к войне. Вот, осталось пару километров. Положили новый асфальт. Новенький прям. Досмотр. Таможенный контроль. Все раз. Мы едем уже метров 200. Граница на выезд из ДНР. Вот наглый на бэхе, так что
все на выезд. Люди уезжают с войны. Ребята за ленточкой нас встретили. Сопровождение. Едем до Донецка. Машина сопровождения. Донбасс. Горы, породы. Sometimes words have meaning. In a tree by the brook, there's a songbird who sings. Sometimes all of our thoughts are missing. Джевелины. Перекись, винты, жгуты. Так, у нас здесь очки, рации. От Ухты, от родного города Мотора, передаем братцам маленький презент еще. Так, вот эта маленькая штучка, которая уже раньше были большие, да? Ну да, Лежит. Получаем от всего от города Ухты этот квадрик. Не от всего города. Это человек, который непосредственно будет от всего потом заниматься, непосредственно им будет заниматься. благодарность от всего. Главное на пользу, чтобы Потому было. что с такой вещью мы гораздо эффективнее выполняем задачи. Соответственно, противник меньше слышит и меньше выявляет нас. Да, здесь так еще у нас этот, у нас еще пульт, пульт, Там- вот он, пульт. А еще должно быть у нас Еще должен быть смартфон, планшет. Новый к планшет, нему идет планшет, программа закачана уже. На, все накачано, что должно быть Я закачано. понял. Тоже все новое. Готов к работе. Он готов к работе. Прям, Сразу запускаю, да? да. Я потом, если что, вырежу. Просто здесь все целочка. При нас запустили, при нас настроили, то есть все закачано. Отлично. Все, как бы не налетов, 3 аккумулятора, налетов никаких нету. Все новое. Огромное спасибо. Нам это необходимо очень. Все, конец связи. Конец связи. Вот, ребята, в расположении. Нас заселили. 79, 80, 81. Так. Кушаем двойна. Кормят хорошо. Приятного аппетита. Да. Масло, хлеб, каша, добавка. Комната психологической разгрузки. Все нормально.
мы сейчас поедем в аэропорт, это где пацана вчера, да? Там? Да, туда поедем, Андрюхи там друзья, мы гуманитарку собрали там покушать, там Молтоны, там это, такое, эти, какого, на энергетике, ну что надо там. Владимир, запишу. Вот ребята приехали, откуда вы приехали? С гуманитаркой? Санапы. Ребята с Анапы приехали с гуманитаркой. Тоже Нет. Пособирали сколько смогли. Мы, это у нас, как его, наркомовский обоз я называю, гуманитарка вообще не нравится мне. Потому что гуманитарка, не знаю, кто-то там, какой-то Вася собирает. А здесь мои друзья, Андрюшины друзья, я с пенсии скидываюсь, вот у нас какой разговор идет. Здесь таких посторонних нету, соседи. Так я не бегаю, вот все, дайте шоколадку или у бабушек, нет. Я друзей подсуетил. Ну а с другой стороны, для посторонних, то есть деньги дают, они же не посторонние, наверное. Нет, я понимаю, мой дорогой, но вот смотрите сейчас. Вот бабушка дает шоколадку, ей самой трудно, да? Ну с какой мне совестью эту шоколадку брать, да? И потом куда эту шоколадку мне ложить, когда на границе просят нас. Короче, я смотрю, скоро в телевизоре буду, блядь. Больше, чем Пугачева. Вот. Просто обидно, что вот сейчас, в принципе, они стравили один народ. Вот честно говоря, один народ стравили. Все, пиздец. Мы один народ с Украиной. Там засрали и мозги, и вот сразу. Вот. Мы один народ. Вот, меня как можно? Я украинский не знаю, блядь, фамилия Хохлядская. Ну вот как. Мама у меня ростовская казачка, папа кулганский со своим детством, да? О, Ильченко я. Да вот как? По-украински не знаю. В Украине не грамма жил, но жил в Грузии. Справа Моторола, справа прямо он. Вот здесь справа Гиви, а вот здесь Водяной вот недавно. Вот. Здесь куда у нас вот Гиви Толстых похож. Вот. А там вот там. Я руками не показываю. А вот здесь вот Моторола, вот здесь сзади Моторола. А это кому еще памятник? А нормально вы Да, нормально. Вот. Ага. Слышишь, ну мы как ЧВК Вагнер на двух пикапах, как козырно, да? Там водичку мне взяли. Да. А Гиви вот тут там похож. Так, давай Гиви тоже возьмем. Это брал Гиви, да? Вот Гиви, да. Вот, а это как бы, это не есть. Моторола. Вот что мы только можем сейчас для тебя. Все, пиздец, больше не хера. Да, герой. Ухта приехала к тебе. Ну да. Привет, да, с родины. Звезда, да? Да, он же герой Донецка, да. Вот. Он даже первый, по-моему, да? Вот Жога. А, это взрывы. Они уже это долетели. Это долетели. Ну, то покурите, кто курит. Вежливость завершает войны. О, прилетело здесь. Не успели убрать еще. Да. Здесь все разбито. Да, вот только. Говорят же, быстро убирают все в Донецке. Да, здесь шустренько, да. Население 2 миллиона осталось, было 3 миллиона в Донецке. Ну, вот сейчас еще раз спрашиваю, ребят. Да? А то граница все полная, Якаровская. Ну еще и говорят, что по благосостоянию Донецк был после Москвы и Питера на 3-м месте еще. То есть промышленность процветала здесь. Он такой богатый город довольно. Шахтеры молодцы, да. Машины давали. Они 2-3 года там. Красивый город. Тоже побитый стекла, смотрите, вот здесь где-то тоже прилетало сюда. Вон, смотрите, все побито. Да, он прилетел. Вот все в центр били. Ага. Ну это же улица Артема, да? Ага. Вот туда прилетело. А то скажут. Вот, а то скажут, вот это, первый был пост у вас. Потом скажут, какой-то дядька, блин. Ну так, что поинтереснее будет, ради бога. Может, я себя и увижу. На каком-нибудь канале тоже будет. Ну да, они уже привыкли к этому. О. Все разбитые. Дома побиты, сколько домов.
Вон осколки, смотрите, везде разрывы. Сейчас Всё, вот давай уже никого догоняем. нет, тишина. Да, вот сейчас догоняю уже. Сейчас он, по-моему, в левую идет, сколько я помню. Подъезжаем к линии, можно сказать, соприкосновения. Разрывы. Сейчас смотри, чтобы он сейчас занырнет влево. Едем. Дай газ. Донецкий аэропорт. Сейчас он занырнет туда. Здание, да. Сейчас вправо и влево он. Обстреливается каждый день. Прилетает минометы. Сейчас влево занырнет. Пошел вот за какой-то. Вот, приехали. О, У нас здесь антенна. Гуманитарка с Анапы. Анапа на связи. Анапа на Брат, связи. номер дам, скинешь все. Заехали на передовую. А теперь быстро вылетаем. Возможно, обстрелы сейчас. Заехали. Ответим. А вот люди живут. Только отъехали, минута не прошла. Привыкли к обстрелам. Вчера парня увезли 200-го. Добрый день всем, друзья. Мы с вами давно не виделись. Мы находимся в славном городе Донецк. И хотелось пару мыслей вам сказать. Вот в данный момент мы с друзьями сидим в великолепном кафе, в тихой, спокойной обстановке. Красивые люди, молодые семьи, дети. И такое ощущение, что нету войны. Но все здесь живут с пониманием того, что в любой момент, вот, в любой, вот в этот палисадник может прилететь снаряд, и для тебя все закончится. Мы только что приехали с самой ленточки, где вот реально идет война. Отсюда ехать 15-20 минут, и ты находишься в обстановке, вот как у нас в Ухте. Все красиво. Замечательный кафе, город на уровне просто. И просто 8 лет люди живут в такой обстановке. Все привыкли, все ходят по своим делам, тихо, спокойно. Но эта тишина может оборваться просто в любой момент. Это непередаваемое ощущение. Дай им Бог здоровья. Донецк — город-герой. Я рад, что мы с друзьями сюда попали. Увидеть это все. Так, на память от спортивного клуба «Спарта» города Ухты, батальону «Спарта» Донецк. Удаваться до батальона, передать слова поддержки, пожать руку вам от наших коллективов спортивных, от ветеранских организаций. Нам там дали напутственное слово, что 1 июля этого года будет на школе, где учился Арсен, водружена доска мемориальная в памяти его. Что еще добавить? Я лично, с товарищами, мы являемся инструкторами, я являюсь руководителем спортивного клуба «Спарта» в нашем городке. Ему 15 лет уже, клуб заточен на единоборство. У нас развивается тайквондо, кикбоксинг, классическая борьба, среди ребята бокс. Но есть еще и детская футбольная команда «Спарта» играет. Такие вот. 15 лет уже вот мы под Новый год отметили нашему клубу, и когда мы узнали давно уже, да, то есть получается, что земля здесь назвал батальон
такая все-таки некая духовная связь. И наконец-то мы дотянули до вас сюда, чтобы вам всем поклон от города передали. И нам почетно вручить вам такую лицо нашего командира большую медаль. Ее делали как бы такую, но мы поняли, что здесь на поле будет примерно. Она тяжелая, из металла сделана. Вот такая медаль. Мы подписали ее спортивного клуба «Спартак» города Ухта. Спартак города Донецка. Да, займет почетное место в музее. Да, отлично для командира. Решили сделать такой маленький презент, правда, пока в машине ехали, коробочка надломилась. Вот. Мы проделали 3100 километров сюда, потом дотянули. Это такой кованый нож с отличной стали, но здесь еще маленькая есть маленький нюанс. Надпись Молан Лейбель, знакомо вам, может быть, или нет. Да. «Приди и возьми». Да? Сделано у нас в моем, мы так живем в пригороде, поселок городского типа, это рядом с Ухтой. Там стоит завод военизированный. Давненько уже работает у нас. Ну, за времена лихие 90-х так ужался, но выстоял. Он высокотехнологичный и на оборонную промышленность, между нами говоря, работает. И поэтому надпись сделана на огромном высокоточном станке, который тоже делает всякие интересные штуки для нашей страны. Вот вам. У нас еще нашей встречи такой, что у нас есть дом-интернат номер 2 в городе Ухта. Там у нас 110 человек. И сейчас его возглавил наш соратник Роман Азнабишин. То есть он воевал в Чечне, то есть с медалями, то есть знает, что такое война. И как бы детям конкурс, не конкурс, сказал, чтобы написали письма солдатам, вам, которые вы на передовой. Я вот сейчас только вот прочитывал перед вами, прям, честно говоря, есть письма такие, что прям наворачивается слеза. И вот эти письма, которые для вас, у вас же есть комната отдыха здесь, да? Как-то, не знаю, ну, почитайте. Потом. Знаете, что поддержка в нашем городе, в сердцах детей, как бы, что они тоже с вами, ну, как и мы с вами. Спасибо. Как-то так. Поехали в гости в батальон «Пятнашка» к Абхазу. Сопровождение у нас уже «Пятнашки». Русский Донбасс. Вывеска на доме большом, на небоскребе. Поехала. За мотора что-нибудь сказать, за Моторолу. Моторола, он это своеобразный парнишка был в плане того, что многие считали его жестким, скованным. По факту он был очень теплым, очень таким семейным, потому что те моменты, когда он говорил за семью, он наш лице менялся. Это такой робкий мужчина становился, который так аккуратно за свою дочку, которая это моя пленница. Это, говорит, мое сердце забрало, меня пленило, говорит, и он сам мне без ума там был именно дочка, сыном, он так сильно не успел своим насладиться. Но момент в другом, что чистый армеец. У него, даже я помню, у него с таким лицо, мимика сменилась, когда он рассказывал за Южную Осетию и не успел, что он туда, что его ребята уехали, а он не успел. Для него это очень так аж скребло ему в душе. Поэтому, когда начались события здесь на Украине, он самый, наверное, первый приехал.
Потому что за Осетию он понимал, что... И был везде, в самых горячих точках. И чисто армеец. У него подразделение, по сей день оно живет его духом. Многие думают, там, не стало комбата, а потом погиб там, Воха. Что нет, поверьте, что там комбат, который заменяет другого, и там просто тот дух, который живет, его не сломить, оно всегда будет жить. Это подразделение, которое он посадил, это ядро, оно именно еще в глубокой старости мы с вами вспомним мои слова и скажем, да, вот это ВЧ до сих пор существует и будет существовать. Потому что те нормативы, которые он вел, тот возрастной, там в основном все молодые, крепкие ребята, которые сдавали нормативы. У нас вроде 72 года, видишь, воюют, там еще что-то. Мы чисто ополченцы в образе, а он именно воспитывал как спецназ. Потому что он всегда говорил, если человек не может свою задницу поднять, ну, как он будет нести полное БК, еще что-то, нам не нужно, он товарища подведет. Поэтому у него своя ставка была на людей, на персонал. И многие говорили, что он жесткий. Нет, он просто армеец, который для себя понимает, что задача поставлена, задачу надо выполнить, не рассуждать, а надо ее делать. Он внутри своего подразделения рассуждал как что, но остальное он всегда на выполнение работал и поставленные цели выполнял. И у него группы были воспитаны именно тем характером, что группа пошла, группа сделала. Группа не может сказать, что я не пойду, не сделаю, и он другой отправит. Именно это и сделал. Все и его как бы задатками, которые он для подразделения сделал, скорее всего, надо только можно чуть-чуть плагиатить, забирать, потому что сказать у вас не так, вот у нас что-то лучше, не могут сказать. Это именно те ребятишки, которые надо у них учиться. Когда начинают переживать, ведь Моторола не стало, что да, Воха был молодой, но Воха был это чисто, у нас даже в народе есть понятие юзер, такой же, как ты, словно период. Мотор был и Воха такие же одинаковые. У них повадки. А сейчас обоих нету, и говорит, что подразделение уже не то, еще что-то не скажу, потому что это сильно не будет, я бы не буду сильно. Воха все-таки сын своего отца, и сегодня отец возглавляет батальон. Поэтому я просто говорю, что это то подразделение, которое заходишь, там личность. Не зря же за каждого журналиста цеплялись, снимали Водяного, бедолагу, матроса, еще что-то. Не хватает ребят веселых. Все по личности можно видеть, потому что подразделение создал. Но для меня более символично было, что Моторола погиб с моим земляком. Начальник его охраны был абхаз. И я не смог в Моторола в охранах быть, потому что я своего земляка взял и отвез на похороны в Абхазию. Это подразделение мне это поручило, Спарта. И я не мог им отказать. Поэтому я поехал, отвез своего земляка, мы там все сделали. И вот сегодня в Абхазии, когда я езжу, в восточную часть Абхазии, всегда ёкает, потому что с нами Спартаком от его могилы парень прямо в дороге захоронен, цепляш. Поэтому хоть он один день в вашем городе родился, пожил, а он не один день. Он начальную школу всю там прошел, он есть с кем гордиться. И молодежь должна знать. А его сыновья, которые растут, я думаю, что они сделают имя отца еще выше. У него же сыновья, да, остались? 2 сына и дочь. Это есть продолжение. Да, нет, сын его от первого брака, он именно по армейской линии пошел. Он приехал на одну из годовщин, вот я с ним там пересекся, со стороны наблюдал. И вот он так точно, да, стоит чисто такой маленький солдатик. Весь вот Воин, короче. да. А вот супруга, которая вторая, Ленка,
мы ее так любим, моториха называем, от мотора. Но момент в чем заключается, она детей тоже, что девочки, что парень с воина. Она их воспитывала, что она же сама взяла в руки оружие, их познакомились на войне. Поэтому дети гордятся своим отцом, и есть им чем гордиться. Если мы им гордимся, то дети тем более. Ой, руку белую с кольцу. Вышла, скажем, на крылечко, ой, пошатнулась я слегка. Твое колечко, друга, ты узнала, ой, чего ворона рука. Ой, ни сестра, ни жена нас не ждет у окна. Мать родная на стол не накроет. Наши семьи ушли, наши хаты сожгли. Только ветер в развалинах воет. Наши семьи ушли, наши хаты сожгли. Только ветер в развалинах воет. И летит над страной этот ветер родной. Он считает и слезы, и раны, чтоб могли по ночам отомстить палачам за детей, за отцов партизаны. Чтоб могли по ночам отомстить палачам за детей, за отцов партизаны. В темной роще глухой не светила луна, в небе ясном рассвет занимался. Там фашистский обоз полетел под откос и на собственных минах взорвался. Там фашистский обоз полетела под откос и на собственных минах взорвался. В темной роще глухой партизан молодой притаился в засаде с отрядом. Под осенним дождем мы врага подождем и растопчем укропского гада. Под осенним дождем мы врага подождем и растопчем фашистского гада. Аминь. А ты не ходишь на серию фронтовых концертов? Или у вас и так каждый день на передовой концерт? Давай-ка. Трофейная техника. Угу. Уже такая, уже знак другой. Бронированный фольц. Абхазия, Абхаз. Красавчики. 10 минут назад сидели. Убрано, чисто, как в армии. Чистота.
заснежено одинаково, наверное. Вечерний Донецк. Время 9 часов. Возвращаемся с пятнашки. С батальона пятнашка. Вход в Спарту. Все правильно. Здание большое, высокое очень. До верхнего этажа вот стекла повыбиты. Пленкой затянуты осколками. Центр пуст. Сегодня воскресенье. Народу очень мало. 2 миллиона сейчас на данный момент в Донецке. Аллея ангелов. Дети, которые погибли с 2014 года, 2014 от артиллерийских залпов на Донецк. 1 год, 3 года, 5 лет. 7 лет, 5 лет, 4 лет, 2 года, 2 года. Это детская аллея. Ни одного ребенка нету. Война выгнала всех. Выходной день. Набережная Донецкая. Парк. Вообще никого. Ваш земляк Арсен Сергеевич Павлов, позывной Моторола, это мой командир, мой первый командир, когда я вступил в ополчение в 2014 году. Он родился в ваших краях, он вырос в ваших краях, учился, потом он переехал в центральные районы России. Я очень горд и счастлив от того, что судьба меня свела с этим человеком, что я с ним познакомился, что мне довелось с ним пройти большие испытания в этой жизни. Встреча с ним и общение с ним во многом поменяло какое-то мое отношение к жизни. Я стал на многие вещи смотреть совсем с другого ракурса, с другой стороны, потому что Арсен это человек, который привлекает к себе всеобщее внимание, который зажигает в людях огонь, дает какое-то такое ощущение справедливости. Он очень был зациклен, так сказать, на справедливости, очень не любил, когда где-то как-то обижали младших, обижали слабых. Вот, у него чувство справедливости зашкаливало. Вот. Очень был энергичный парень, подвергался очень... Самообучаемость у него была. Вот я всегда завидовал этому качеству, потому что вечером, если мы разговариваем на какую-то тему, на какую-то, обсуждаем что-то, и он немножко не в этой теме, то есть не подкован, то утром он уже выдавал такие тезисы, выдавал как человек, который прошел просто обучение, там, я не знаю, несколько лет, то есть он за ночь мог проштудировать большое количество литературы, интернета, все, и к утру он уже был готов ответить, в принципе, на любой вопрос, как в техническом плане, так и в любом другом. Очень жаль, конечно, что так подло его убил противник в лифте собственного дома, когда он возвращался к своей семье. Слава Богу, что не пострадала его семья, хотя очень испугались дети. И хотелось бы, чтобы вы равнялись на этого человека, на вашего земляка, и пожелать вам успеха в учебе, успеха во всех ваших начинаниях. Эти события раскололи надвое историю края.
до войны и после. Более 8 лет на этой земле идет гражданская война. Одна из самых страшных войн, братоубийственная. За это время в Донбассе погибли тысячи людей. Память людская навсегда сохранит эти события для потомков, как символ борьбы за право жить в свободном государстве для жителей Донецкой Народной Республики. Так случилось, что слились судьбы жителей Донбасса и нашей Северной Республики. Арсен Павлов, уроженец Уфты, учился в нашей школе, где его первой учительницей стала Елена Евгеньевна Сахарная. 15 лет, лишившись родителей, уехал из города, жил и работал в Ростове-на-Дону, в Краснодарском крае. В мирной жизни Арсен освоил профессию профессионального спасателя. Затем стал служить в вооруженных силах России. 3 года служил связистом в 77-й гвардейской бригаде морской пехоты. Отсюда и его звучный псевдоним «Моторола». Принимал участие во Второй Чеченской войне, где и получил первый боевой опыт. Известен как один из лидеров ополчения. Сразу после начала военных действий в Донбассе, возглавляя противотанковое спецподразделение «Спарта», участвовал в обороне Славянска и битве за Иловайск, в сражении за аэропорт Донецка и освобождение Дебальцева. Этот человек не побоялся встать на защиту мирных граждан Донецкой Республики, не прятал своего лица и был узнаваем многими. Геройство было, есть и будет в отважных молодых сердцах. И каждый воин не забудет честь Родины у них в руках. За смелость и боевую ответственность Арсен был награжден многими медалями и орденами. За воинскую доблесть, за боевые заслуги, за оборону Славянска и оборону Иловайска. Ко всем наградам легендарного командира Спарты добавилась еще одна – Орден Мужества посмертно. 2016 года Арсен погиб в результате взрыва в лифте в подъезде собственного дома, возвращаясь домой к жене и детям. Полковника вооруженных сил ДНР Арсена Павлова похоронили в Донецке. Ему было лишь 33 года. Такие лаконичные строки короткой биографии, такая недолгая эпопея жизни. Покидая этот мир, человек оставляет на этой земле особую память, которая живет в сердцах людей. Давайте почтим память Арсена Павлова минутой молчания.